Самое главное, когда мы говорим о миссии, мы должны понимать, что мы сейчас делаем Конституцию, которая призвана обезопасить нашу страну, наше общество от тех рисков, которые порождены сегодняшним временем, сегодняшней геополитической ситуацией, сегодняшними рисками, когда рушится международное право, когда провозглашается право сильного, когда, находясь в 21 веке, мы иногда даже проваливаемся в 18 и 19 век, а может быть и дальше. И в этой связи, конечно же, нам нужно для того, чтобы преодолеть вот этот скепсис, вот это недоверие, которое есть у части наших граждан. Оно понятно. Вот сегодня и в эти дни раздавались очень много скептических мнений, дескать, о том, что очень быстро провели эти дискуссии, очень короткое и очень небольшое количество людей собрались, дескать, и приняли. На самом деле же это не так. Мы же понимаем, что не только сидящие в этом зале люди писали, предлагали свои изменения в Конституцию. Эта работа велась уже полгода, с сентября. Была рабочая группа по парламентской реформе. Сегодня это Конституционная комиссия. Но помимо нас, сидящих в этом зале, это огромное количество людей. Это сотрудники Конституционного суда, Верховного суда, аппараты парламента, Мажилиса и Сената, аппараты правительства, аппараты администрации президента, маслихаты, общественные советы. Это уже более 1000 людей. И давайте вспомним, что огромное количество предложений прозвучало уже. Поступало на Еутнеш, Егов. Давайте покажем жителей Семея, Кызылорды, Алматы, которые давали свои предложения рядом, вместе, больше, лучше. Но на самом деле это огромный труд людей. И я полагаю, что если мы так будем двигаться, если мы будем уверенными в себе, если покажем, что это на самом деле большой труд большого количества людей, Конституция станет будущее общенародной. Она на самом деле станет выбором нашей нации, нации, которая устремлена в будущее. И еще хотелось бы сказать об одной вещи. Вот когда мы говорим о критике, мы же должны и быть готовыми отвечать на эту критику. Мы не должны бояться того, что кого-то обругают в социальных сетях. Для нас очень важна легитимная поддержка страны, легитимная поддержка нашего общества. И я полагаю, что тот скепсис, то недоверие, которое есть, мы ее преодолеем. На самом деле это тест на зрелость, тест на ответственность. Мы говорим о том, что мы сегодня принимаем Конституцию, которая обеспечивает наше будущее, обеспечивает нашу безопасность. Ерлан Танымбаевич, другие наши коллеги уже об этом хорошо сказали. Ведь, по сути, если разобраться, это о том, чтобы защитить наше общество от тех рисков, которые возможны и которые будут. И здравое общество, ответственное общество, взрослое общество – это то общество, которое умеет само себе задавать неприятные вопросы, перечень неприятных вопросов и находить, искать на них ответы. Я полагаю, что нынешние дискуссии будут приводить к новой политической традиции. Мы закрываем одну страницу истории, чтобы начать новую.